Всем привет! Сижу я, короче, на реке Лена. У нас лесные пожары. Вообще ничего не видно. Вот. Очень опасно ездить на лодке. Я вчера перевозил людей, получается, на острова. Сегодня вот их обратно в город вожу на лодке. Прям в этом году дым конкретно чувствуется. В прошлых годах тоже пожары бывали, но не так уж сильно. А в этом году вот именно сегодня прям запах дыма идет и глаза прям режет. И это очень опасно для здоровья. Для сравнения, допустим, Пекин, самый грязный город в мире, да, у него показатель загрязненности 80 там по какому-то показателю. А у нас в данное время 1500 с чем-то. Поэтому на несколько раз мы превышаем вот самый грязный город в мире. Последние 3-4 года вот регулярно у нас в летнее время пожары, говорят разные причины. Кто-то говорит, что из-за халатности местных жителей там зажигают траву старую, из-за этого пожар. Кто-то говорит, что от молнии, а кто-то говорит, что специально поджигают, чтобы на этом на тушении пожара заработать деньги. Кто-то говорит, что специально сжигают леса, чтобы очистить для работы на полезных ископаемых и так далее. Поэтому никто правду не знает. Ну, кто-то знает, наверное, кто это делает, да. А так много, причин много, версий много. На самом деле, ну, правительство, государство работает, Россия тоже отправила там самолеты, вертолеты, людей и так далее. Но, тем не менее, этого не хватает. Наверное, это уже как война, да, которая к нам идет и доставляет дискомфорт нашей жизни и здоровью. И, наверное, все мужчины призывного возраста должны были, наверное, собраться и ехать уже тушить пожары. Но добровольцев очень мало, и я в том числе не хочу особо ехать тушить пожары. И здесь и так плохо, да, от этого дыма. Еще ехать на очаг и тушить пожары, это вообще представляет очень адская работа. Но тем не менее есть ребята, которые работают, есть люди, которые идут добровольно, и им большой респект таким людям. Но, к сожалению, я, насколько наблюдаю, очень мало таких людей. И это сколько будет продолжаться, неизвестно. Получается, вот у нас сегодня какое? 18 июля, как бы разгар лета, да, мы должны сейчас купаться, все вот зелени, все должно быть светить, синее небо, белое солнце и так далее. Но всего этого нет. Где у нас солнце, кстати? Солнце, вот, немножко выглядывает. И все, вот такой вот лес. Господа. Вот так и живем. Последние годы наше лето вот так проходит. Ну, в июне вроде нормально, а вот с июля уже начинается вот такая беда. Ну все, ребята. Надеюсь, что скоро у нас все будет хорошо. И мы опять будем радоваться отдыху на природе. А так очень много людей едут на острова отдыхать, видать, думают, что в городе, наверное, дымно, грязно, а на островах чище воздух и так далее. Но нет, везде этот дым, везде. И на островах, и на реке, и везде. Ладно, всем спасибо, до свидания.